Отчет Государственного департамента США по правам человека за 2022 год по 198 странам и территориям был опубликован 20 марта. Отчет ясно показывает, что оскорбительное поведение Китая в этой области становится все более серьезным. Подчеркивается, что геноцид уйгуров в Восточном Туркестане и преступления китайского правительства против человечности являются убедительным доказательством авторитарного и диктаторского характера китайского правительства. В отчете отмечается, что эта практика продолжается и подробно излагаются такие факты, как произвольные аресты и содержание под стражей более миллиона человек, принудительная стерилизация, принудительные аборты, сексуальное насилие, широко распространенный принудительный труд и лишение свободы религии, слова и передвижения. Видеозапись, размещенная несколькими днями ранее в китайских социальных сетях, показывает, что китайские власти превратили историческую мечеть Кучар в туристическую достопримечательность. Видеозапись еще раз демонстрирует, что пропаганда свободы вероисповедания, проводимая китайскими властями с целью обмануть международное общественное мнение, является полной ложью. Как можно увидеть, историческая мечеть, расположенная в городе Кучар, полностью опустошена внутри. На видео хорошо просматривается, как в мечети, превращенной в место развлечений для туристов, танцовщица исполняет непристойные танцы в одежде, относящейся к периоду манихейства. Согласно сообщениям международных СМИ, десятки тысяч мечетей в Восточном Туркестане были либо разрушены, либо подвергаются серьезным разрушениям. Некоторые мечети превратили в бары и туристические достопримечательности. Наблюдатели предполагают, что, несмотря на международное давление, Китай различными способами открыто оскорбляет священные ценности народа Восточного Туркестана, а также религию ислама, и каждый мусульманин должен выступить против религиозной вражды в Восточном Туркестане. Во время визита президента Китая Си Цзиньпиня в Россию лидеры двух стран призвали к прекращению конфликтов в связи с украинским кризисом и решению проблемы путем диалога. После вчерашних переговоров китайского лидера Си Цзиньпина и его российского коллеги Владимира Путина было сделано совместное заявление о стратегическом сотрудничестве между двумя странами. План развития ключевых сфер российско-китайского экономического сотрудничества состоит из 8 пунктов и рассчитан до 2030 года. Ожидается, что Россия и Китай разработают взаимосвязанную логистическую систему, при этом особое внимание будет уделяться расширению электронной торговли и других инновационных инструментов между двумя странами. Китай раскритиковал закон о происхождении COVID-19, который был принят после подписания президентом США Джо Байденом, утверждая, что Соединенные Штаты использовали исследование происхождения вируса как средство для политических манипуляций. Ожидается, что закон, предписывающий директору национальной разведки рассекретить информацию о происхождении COVID-19, вновь поднимет вопрос об оценке американскими спецслужбами того факта, что COVID-19 был случайно распространен из лаборатории Уханьского института вирусологии. Роберт Хабек, министр экономики и защиты климата Германии, сообщил, что Германия рассматривает экспортные ограничения в отношении Китая в области технологий. Хабек сообщил, что Германия рассматривает свои экспортные ограничения в отношении Китая аналогично ограничениям США на экспорт чипов в Пекин, подчеркнув, что Германия не должна терять свое технологическое лидерство. Экспортный контроль не должен быть повсеместным, но мы должны быть более строгими в некоторых критически важных секторах, дал свою оценку Хабек. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что представленный мирный план Китая на случай российско-украинской войны угрожает войной Тайваню. Далее цитата Джозефа Ву: «Мы не идиоты. Вы хотите мира? Тогда оба самодержца должны немедленно прекратить свои угрозы, агрессию и экспансизм». Ранее в сообщении от официального аккаунта Министерства иностранных дел Тайваня в социальных сетях обсуждался визит президента Китая Си Цзиньпиня в Россию.